Друзья, многие знают о том, что на строительном рынке идут изменения, и что стройка на самом деле испытывает не самые лучшие времена, по крайней мере, под такой конский процент, который сейчас предлагают нам взять банки, ипотеку брать, наверное, не все хотят. И не все могут. Есть понятие семейная ипотека. Более того, я услышал новость о том, что семейная ипотека на вторичный рынок появилась, что очень сильно важно. Кстати, очень сильно важно, потому что новостройки очень часто строятся там, где нет школ, больниц. И когда вы обзаводитесь детьми, это очень сильно по вам бьет, так как вам нужно вести своих детей в школу. Соответственно, если ее нет, вам нужно вести куда-то далеко. Поэтому некоторые школы начали в Уфе учиться в 3 смены. Карл, в 3 смены. Понимаете? И вот это на самом деле большая проблема. И некоторое время назад я даже снимал целый проект «Невидимые школы», то есть это школы, которые должны быть, но которых нет. Поэтому семейная ипотека интересна тем, что люди могут приобрести жилье на уже обжитых местах, там, где есть школы, больницы и прочие социальные объекты. Это очень, очень сильно важно. Поэтому я решил поговорить с риэлтором на эту тему и, соответственно, сделать какие-то выводы. Существует миф такой, что ну, якобы строительный рынок встал. Вот сразу скажу, что строительный рынок не встал, он испытывает определенные проблемы, но это не является какой-то трагедией. Поэтому давайте послушаем эксперта. Если я смотрю по городу Уфе, да, то есть, соответственно, начинаются новые стройки, те стройки, которые стартовали год, там, 2 назад, они ведь не прекратили свое строительство. И Мгм. новые стройки, которые вот с фундамента начинаются, они вот в процессе идут. То есть, возможно, это где-то в будущем сейчас это случится, но я не могу прогнозировать это. За счет каких средств в основном сейчас приобретается жилье? То есть все-таки ипотека напугала вот этот конский процент? Дело в том, что с 1 июля 2024 года произошло изменение по семейной ипотеке, да, то есть раньше и не стало госпрограммы, где каждый мог претендовать на 8% и приобрести себе новостройку, да. Сейчас эти изменения коснулись очень многих, и в целом, если говорить про первичку, то покупают по семейной ипотеке, потому что ставки есть банки, которые дают 5,5%, да, как бы это достаточно, ну, хороший процент. Вот, либо с первоначальным взносом в районе 50%. И опять-таки семейная ипотека. По стандартной ставке она достаточно же высокая сейчас. Ну, Мгм. ежемесячный платеж, соответственно, становится достаточно большим. По И стандартной опять-таки, покупают сейчас, нет? если покупают, то совсем небольшой процент, вот, допустим, там 70, может быть, 80%, немножко не хватает, могут добрать. Но застройщики же сейчас предлагают варианты рассрочки. Те, у кого есть, допустим, первоначальный взнос, да, какой-то, имеют возможность взять в рассрочку до конца строительства квартиру без участия банка, что в свою очередь уменьшает расходы по страховке, да, а, никаких нет комиссий, ну, у многих застройщиков предлагают такие форматы. Это удобно кому? Допустим, вот у вас есть первоначальный взнос, ну, 10, 15, 20%, да, и вы планируете в ближайшее время продавать недвижимость. Соответственно, она же еще не продана, Мгм. и до конца строительства можно взять рассрочку, что удобно. Недвижимость продается, причем многие как делают, если имеют стопроцентный объем, да, они вкладывают минимальный процент по рассрочке, деньги лежат на вкладах на каких-то, то есть они в каких-то оборотках у них, да, крутятся. А рассрочка, она в основном беспроцентная, без каких-либо завышений. И уже когда подходит конец этапа строительства, здесь ты должен для себя принять решение, либо ты полностью рассчитываешься за объект, да, либо берешь ипотеку. То есть вот, в принципе, вот в таком. На остаток суммы имеется в виду. Да, да, да. Ну да, остается к моменту завершения, обычно за месяц до сдачи дома застройщик сообщает, что нужно как бы либо полностью погасить оставшуюся часть, либо вы можете перейти на ипотеку. Микроквадратные квартиры, они всегда пользовались помещение спросом, потому что за счет того, что, да, квадратный метр в таких микроквартирах, он дороже, нежели в больших квартирах, да, но за счет общей стоимости объекта для многих это становится привлекательным. Если мы сейчас говорим про серию апартаментов,
то многие используют, особенно кто работает в бьюти-сервисе, да, какие-то, ну, ресницы, там, ногтевой сервис, да, многие снимают, ну, покупают в процессе как бы такой вид недвижимости. Они покупают, когда начинают вот с ними, если есть какой-то расчет, допустим, многие снимают комнату для своей работы, там, как в каком-то бизнес-центре, да, она, как правило, стоит 20-30 тысяч рублей ну, ежемесячно, да, как бы вносится арендная плата. Если мы говорим про серию апартаментов конкретно Серп и Молот, ну, мы сами просчитывали, да, Мгм. оно, в принципе, если брать, опять-таки, можно же и в рассрочку взять, да, в Мгм. принципе, такие же ежемесячные платежи. Но по факту ты оплачиваешь аренду не арендодателю, да, и деньги улетают в трубу, а ты сам работаешь в своем помещении, оплачиваешь свое помещение. Застройщики очень часто предлагают квартиру почти под ключ, то есть, грубо говоря, там уже чуть ли не чистовая отделка, то есть раньше продавались просто с черновой, сейчас, по всей видимости, так. Почему это происходит, почему это более популярно стало и с какого времени это пошло? Есть несколько застройщиков в Уфе, с которыми вот мы работаем, да, они сдают квартиру под ключ. То есть не просто там оштукатурены стены, выровнен пол, да, скажем так, предчистовая отделка, а полностью под ключ, и даже есть такой вариант с мебелью. Она сильно не набирает популярность. Почему? Потому что с точки зрения покупателей наших существует потребительский экстремизм. Когда Мгм. человек получает квартиру полностью с ремонтом, начинаются вопросы по отделке, по качеству и, соответственно, требования к застройщику об устранении недостатков. Мгм. То есть, в целом, и ведь многие покупают квартиру и дальше уже самостоятельно делают ремонт. Вот не в процентном соотношении число застройщиков, которые сдает под ключ, намного меньше, нежели те, которые сдают, допустим, в предчистовой отделке. Мне интересно вот немножко поподробнее про потребительский экстремизм такой. Это, то есть люди Да. подают в суд и расскажи, пожалуйста, как это выглядит вообще? Но в любом случае, когда принимается новостройка, есть специалисты, они занимаются приемкой, отдельная как бы категория специалистов, скажем так, да, которые при приеме квартиры, прежде чем покупатель подписывает акт приема передачи квартиры, делает замеры, соответствует ли фактическая площадь заявленной площади, там оконные проемы, вот конструктива касается, да, если это по ремонту, по предчистовой или какой-то отделке, вот эти моменты, нет ли нарушений. И, соответственно, если нет нарушений, принимается объект по акту приема передачи. Если же есть нарушение, соответственно, покупатель выставляет претензию застройщику с требованием устранить либо произвести выплаты. Но зачастую дело бывает так, что доходит до суда, и в судебном порядке взыскиваются вот эти вот недостатки. Ну вот лично на моей практике это не так много. Расскажу, как это происходит. Соответственно, выбирается объект недвижимости, без участия банка оформляются документы в зависимости от условий, потому что, допустим, один и тот же объект можно выбрать с различными вариантами рассрочки. Как правило, застройщик предлагает 2, 3, иногда даже 4 варианта рассрочки. К примеру, просто вот, ну, к примеру, да, допустим, первоначальный взнос 20% от стоимости, да, квартиры, и ежемесячные платежи могут быть вообще равными. Ну, грубо говоря, 80%, да, остатка от объекта делится равными платежами. Есть такой вот вариант рассрочки. Но тогда платежи достаточно большие. Даже несмотря на то, что объект, допустим, 2 года, еще до сдачи, там, может быть, и больше быть, да. Есть варианты какая-то фиксированная. Допустим, опять-таки 20% первоначальный взнос, и, к примеру, по там 10, 15, 20, 30, 50 тысяч, это в зависимости, как можно будет договориться на условиях вот этого договора, да. Соответственно, до конца строительства
платежи. Есть вариант, что покупатель уплачивает ежеквартально. Есть вариант, что, допустим, уплачивает неким траншем, да, вот как траншевая ипотека в банках была, да, там, допустим, несколько платежей. Вот. Ну, что удобно, что нету траты на страховку объект, жизнь, страхование жизни, да. Мгм. То есть, допустим, если мы говорим про ипотеку, да, там ведь помимо, как там же есть расходные части страхования жизни, допустим, у нас есть, если это первоначальный взнос, открывается аккредитив, куда закладываются деньги, да. Мгм. То Мгм. есть вот в данном случае есть возможность без участия банка вот таким вот образом, снизив расходы, все это сделать. Притом, если у вас реальные живые деньги есть, ну, допустим, да, вы имеете возможность предоставить им возможность работать, в то время как вы беспроцентно уплачиваете рассрочку. Вот. Ну, например, я пришел, да, вот с самого начала, я пришел Да. к застройщику, почему ему нужно мне поверить и дать рассрочку, да, то есть как бы как он поймет, у нас должен быть какой-то договор, который закрепляет наши с ним взаимоотношения, да. Некоторые делают договор бронирования, да, то есть на это фиксируют, ну, к примеру, там бывает 1030-50 стоимость брони, соответственно, в стоимость брони входит потом в стоимость квартиры. Для чего это нужно? Потому что застройщик тоже будет проверять покупателя. То есть если у вас активные производства на службе судебных приставов, да, Мгм. вы в процедуре банкротства, либо, может быть, вы завершились, они просто не выйдут на сделку. Они же тоже понимают, что это в первую очередь для них риски. То есть смотрите как, если у нас ипотека, банк, объект находится в залоге у банка, да, и в случае, ну, не то что расторжения, да, в случае, если человек не может платить, банк изымает недвижимое имущество, проценты, уплаченные банку за все это время, они остаются, а вот в случае рассрочки здесь получается, если в случае расторжения, да, вот, ну, к примеру, может такое ведь получиться, что человек какое-то время оплачивал рассрочку, квартира в его собственности находится, да, но он дальше не может это делать. Такой договор расторгается, и застройщик возвращает покупателю все деньги. То есть, по Мгм. сути, ну, я наверняка как считаю, что в данном случае покупатель ничего не потерял. Как в А, случае, если с банком, правильно ведь? Есть разные понятия: материнский капитал, мгм. это поддержка государства, да, семьям, и есть право на семейную ипотеку, которая стала теперь, его можно использовать при определенных условиях один раз. В дальнейшем, чтобы воспользоваться в следующий раз еще раз семейной ипотекой, если до конца декабря 2023 года вы не пользовались, нужно родить еще одного ребенка. Ну, то есть там вот есть Мгм. ряд условий. Мгм. Смотрите, вот в вашем варианте у вас есть право на семейную ипотеку, да, то есть, получается, есть банки, которые дают и 5,7, 5,5 ставки, да, по семейной ипотеке. Мгм. Это раз. То есть у вас есть возможность все-таки по низкой ставке купить жилье от застройщика, либо готовое, потому что есть же застройщики, которые продают свои объекты без искроу счетов, не по Мгм. договору целевого участия, а Мгм. сразу по договору купли-продажи. То есть право по пониженной ставке. Также у вас, поскольку вы многодетная семья, если у вас ребенок родился с 2019 года, вы имеете право погасить денежными средствами в размере 450 тысяч рублей на ипотеку. То есть это Мгм. еще дополнительная мера государственной поддержки для вас. Вот, но если это будет ипотека, то есть на погашение именно ипотеки эти денежные средства можно использовать. Есть такие вот застройщики, которые добавляют самостоятельно на первоначальный взнос. То есть, соответственно, появляется возможность взять объект недвижимости. Но вот в вашем случае, что классно, что у вас есть право на семейную ипотеку, потому что далеко не у многих это право есть. Как вариант, да, если
это выбрать объект недвижимости, который вам локационно подходит, потому что у вас же дети, да, мы же Мгм. все привязаны к садикам, к школам, хочется, как сказать, не на периферии жить, хотя некоторые выбирают такой вариант, и каждый день возить детей, но у нас же у всех там садики, школы, секции, кружки, то есть как-то, ну, хочется это где-то в своем районе купить квартиру, допустим, и там на Мгм. месте, далеко не выезжая, не тратя время на какие-то вот разъезды, вот таким вот образом жить. Есть застройщики, которые дают, если мы говорим про ипотеку, вот я сказала, что есть Мгм. право. Это вообще классно на самом деле. То есть есть возможность, да, сдается квартира, которую вы приобретаете, делается ремонт, продается ваша квартира, в которой вот, ну, вы, допустим, находитесь, которая вам Мгм. мала. Мгм. Соответственно, цикл продажи квартиры, в принципе, в целом, если мы говорим про 5-миллионную квартиру, да, Мгм. ее цикл, ну, 1-2, ну, максимум 3 месяца, потому что это как раз тот пласт квартир, который сейчас уходит хорошо, и хорошо уходит из-за того, что у нас есть специальная военная операция. Вот на самом деле, как бы это вот... Имеется в виду, что двухкомнатная квартира на вторичном рынке уходит хорошо. Да, да. Мгм. Однушки, двушки уходят. То есть тот сегмент, который начинается с 3,5 до 5 миллионов, он стал подвижный, этот сектор. Объяснить почему? Да, вот, кстати, переключимся на вот эту вот вторую тему. Да, Я с давайте. первой понял, что варианты какие-то есть, благодаря мерам поддержки, благодаря тому, что рынок не стоит и, в принципе, гибкой системе продаж. Что касается вторички, что с нее какие квадраты? Большие, поменьше, в центре, на окраине? Что сейчас берут вообще люди? Вообще, вот к нам обращаются вот последние, ну, наверное, год, вот давайте год возьмем, да, потому что как-то, если отматывать 2 года назад, там ставки по ипотеке были другие, Мгм. и немножко Да, был, за ну, год. да, забот был, в основном идут, покупают за наличку. Вот если в процентном соотношении, как было даже год назад и сейчас, очень многие берут за наличку. Портрет клиента сейчас следующий. Обращаются участники специальной военной операции, которые, ну, поднакопили, скажем так. Вот Мгм. у меня лично очень большое количество было обращений. Допустим, если квартира стоила в районе 3 миллионов, очень много приходило мужчин, которые и визуально видно, да, и по всем признакам я понимала, что мы и в разговоре понимали, что у него деньги, наличные деньги, которые он заработал там. Следующий портрет клиента – это есть те, кто получил страховые выплаты после смерти своего там супруга, допустим, сына есть, да, после Мгм. смерти на СВО. Вот у меня лично нет, 3 клиента, то есть одна девочка несовершеннолетняя и 2 женщины. Мгм. Соответственно, это те люди, которые хотят полученные деньги вложить в квадратные метры. И поэтому, учитывая, что выплаты, ну, 5-6, ну, есть же и больше миллионов рублей, да, учитывая, что в основном оно расходится, там, допустим, на наследников в первую очередь, ну, это 1-2 человека, ну, в основном как бы бывает, да, люди с охотностью берут вот квартиры в районе, я еще раз говорю, 3-5 миллионов и за наличку. Вот. Поэтому этот вот сейчас этот рынок, вот этот сектор квартир подвижный очень. Это мое личное наблюдение по тем покупателям, которые, допустим, покупают мои объекты. Смотрите, у нас же спецоперация началась в феврале, Мгм. 3 года назад. И я стала себя ловить на мысли, что как раз ближе к весне, к марту у многих людей желание купить квартиру, но они ждут окончания вкладов. Это опять-таки мое мнение, мое размышление, да. Каких вкладов? Ну, вклады, банковские вклады. Вот у меня, То допустим, есть они сейчас, пошли, вложили деньги в банк и вот сейчас сейчас завершают. ждут окончания, понимаете? А как Мгм. правило, это год, там, ну, в основном люди на год ложат. И вот как раз вот сейчас март, конец марта, апрель, вот у меня у многих вопрос, что мы готовы купить, но нам нужно там, допустим, 10 дней на то, чтобы наш вклад закрылся, мы получили свои проценты, ничего не потеряв.
Вот. И есть такая вот категория людей, которые со вкладов снимают деньги. Но не так давно ведь популярны стали не просто вклады, а на накопительные счета, где, по сути, процентная ставка тоже была интересная. Где-то несколько месяцев назад и 24% было на накопительных, да, счетах, где человек мог снимать, ложить деньги без потери процентов. Вот. Так что вот есть еще, говорю, вот этот пласт людей со вкладами, которые вот-вот сейчас ждут закрытия. А существуют, интересно, какие-то обанкротившиеся застройщики, у которых что-то не получилось, какие-то такие ситуации произошли за этот год или нет? Ну, вот за год, Да. берем да, отрезок год, из тех, мы же работаем, понимаете, не со всеми застройщиками в Уфе. Мгм. Тех, кого знаем, я знаю, что есть застройщики, у кого есть, ну, проблемы, связанные, давайте, ну, просто есть проблемы, да, и когда клиент ко мне обращается с просьбой подобрать какую-то новостройку, Мгм. и зачастую клиент хочет выбрать конкретную новостройку. То есть в данном случае мы с ним говорим, и я объясняю, что есть определенные риски, что данная стройка может не сдаться. Мгм. Объясняю почему, потому что мне хочется, и я всегда вижу свою работу, на самом деле, такую, что человек купил объект, любой, первичку или вторичку, я потом Мгм. обязательно связываюсь, узнаю, как дела, потому что миссия, не то что миссия комиссии, здесь не в этом дело, а дело в том, что хочется, чтобы, воспользовавшись моими услугами, получили тот эффект ожидаемый, на который они могли рассчитывать. Но ведь, смотрите, Николай, у нас же есть в Уфе несколько долгостроев. Мгм. Вот мы буквально, мы постоянно же мониторим, что происходит, какие новые, что завершается, что сдалось, да, как бы. И только сегодня проговаривали про долгострои, которые больше 10 лет уже стоят в городе Уфа, да, незавершенное строительство. Вот. И если честно, как бы я понимаю, что там судебный процесс на судебном процессе. Мгм. Тот, кто имеет возможность в открытых источниках посмотреть, я думаю, что тот увидит и процедуру банкротства, и какие-то дела, связанные с уголовным преследованием и прочее, на самом деле. Верите ли вы, Вероника, в то, что цены все-таки после завершения СВО упадут? Упадут на недвижимость? Да. Я не думаю, что можно говорить прямо упадут. Возможно, просто если говорить про вторичное жилье, можно будет немножко как-то двигаться, в плане торга. Если говорить про застройщиков, да, мы сейчас сами это применяем, работая с застройщиками. Мгм. Они дают охотно скидки, понимаете? Те скидки, которые не озвучиваются ни на всех рендерах, ни на билбордах, этих скидок нет на самом деле, да. Но чтобы как бы все-таки привлечь клиента, который готов приобрести объект недвижимости, чтобы его не упустить, многие дают скидки. Я думаю, что вот я наверняка, может быть, я неправильно рассуждаю, недвижимость никогда не будет падать в цене. Ну, по Вот крайней мере, такой не было практики. Вероника, спасибо за интервью. У меня уже завершается все по Зуму. И пожелаю удачи в вашей работе. Всего хорошего. До свидания. большое спасибо большое, до свидания.